На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Проект закона о республиканском бюджете на 2020 год принят в первом чтении. 21 ноября состоялось заседание сессии Народного собрания. Депутаты рассмотрели более 15 вопросов повестки дня. Также в первом чтении приняты законы о бюджетах пенсионного и дорожного фондов, фондов репатриации и обязательного медицинского страхования, внебюджетного государственного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и фонда соцстрахования и охраны труда. 6 вопросов повестки дня касались утверждения дополнительных перечней объектов государственной собственности, подлежащих приватизации и условий их приватизации. Все подробности у Амелии Бисмарк. Ранее проект республиканского бюджета на 2020 год был одобрен членами Кабинета министров Абхазии, после чего, согласно предусмотренной законом процедуре, документ поступил в парламент для его дальнейшего рассмотрения. Народным избранникам проект бюджета представил вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, начал соглашение основных параметров государственного бюджета. В проекте бюджета на 2020 год предусматриваются основные параметры государственного бюджета Республики Абхазия по доходам. В сумме 10 миллиардов 262 миллиона рублей. По расходам 10 миллиардов 516 миллионов рублей. Дефицит государственного бюджета планируется в объеме 253 миллиона и 253,6 миллионов рублей. В 2020 году доходы государственного бюджета увеличатся на общую сумму 40,5 миллионов рублей. Увеличение собственных доходов составит 124 миллиона рублей. Озвучив данные показатели, Джансух Нанба перешел к оглашению параметров республиканского бюджета. В 2020 году прогнозный показатель доходов республиканского бюджета установлен в сумме 8 миллиардов 115 миллионов рублей, расходов 8 миллиардов 348 миллионов рублей. Дефицит составит 233 миллиона рублей. Источниками финансирования дефицита предполагаются привлечение кредита от Национального банка Республики Абхазия и других кредитных организаций Республики Абхазия в пределах 300 миллионов рублей. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из республиканского бюджета, и иные источники внутреннего финансирования дефицита. Также в 2020 году планируется направить 97 миллионов рублей на погашение части основной суммы внешнего долга по железнодорожному кредиту. В структуре доходов республиканского бюджета на 2020 год прогнозируется поступление собственных доходов в сумме 3 миллиарда 369 миллионов рублей. Безвозмездные поступления прогнозируются на уровне 4 миллиарда 747 миллионов рублей, в том числе финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития 3 миллиарда 247 миллионов рублей, финансовая помощь Российской Федерации в целях бюджетных инвестиций 1,5 миллиарда рублей. По сравнению с 2019 годом уменьшение доходов финансовой помощи составит 83 миллиона рублей. Рост собственных доходов республиканского бюджета прогнозируется в объеме 87,6 миллионов рублей или почти 3% по сравнению с 2019 годом. Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Наталья Смыр обратилась к коллегам с предложением поддержать законопроект в первом чтении. Нашими коллегами было принято решение о принятии данного законопроекта в первом чтении. И комитет предлагает поддержать данную инициативу. Более того, я еще хотела бы обратиться ко всем коллегам. Я просто уже неоднократно и на комитете высказала, но сейчас я имею возможность высказать в присутствии практически всех депутатов. Я вас прошу, если какие-то замечания у коллег будет по бюджету, просьба в комитет предоставлять все замечания в письменном виде. Иначе комитет не будет рассматривать устные замечания по бюджету. У депутатов возникло к министру финансов немало вопросов. Народные избранники попросили расшифровать определенные цифры, приведенные в статьях бюджета. Прям бросается в глаза это увеличение общегосударственных расходов на 338 миллионов 421 тысячу. При этом сокращение по направлению здравоохранения на 14 миллионов
327 тысяч. И на социальную политику 41 миллион 912 тысяч. То есть увеличение общегосударственных расходов на 338 и свыше 55 миллионов, 56 миллионов сокращения по отрасли здравоохранения и социальной политики. Кажется, наиболее важнейшие сегодня наши статьи расходов. Информация, представленная в законопроекте в части расходов, не отражает реальной картины, влияющей на итоговые цифры, подчеркнул министр финансов. То есть, если мы вот сейчас остановились, да, на разделе 0102, это общегосударственные вопросы. Если рассмотреть данную классификацию в разрезе, то мы увидим с вами, что львиная доля увеличения расходов в этом направлении идет в рамках межправительственного соглашения о софинансировании заработной платы отдельных категорий бюджетников. Все остальные позиции практически у нас остались на том же уровне, а по некоторым позициям нам удалось достичь определенного сокращения. Депутат Валерий Агрба также обратился к министру с вопросом по поводу планируемого перераспределения средств на восстановление детской больницы в Сухуме. Джансук Нанба прокомментировал ситуацию. Вами было сказано, что это будет предусмотрено в расходах на бюджет на 2020 год в рамках социального проекта программы социально-экономическому развитию. Как я сейчас недавно выяснил, хотя мы действительно не видим эту программу, проект, принимая бюджет вот здесь на 3 миллиарда 246 миллионов программа, на этот год 1,5 миллиарда, и я узнаю, что детская больница не предусмотрена в трехлетней программе. Как вы можете это объяснить? И вы участвуете, являетесь членом межправкомиссии. Совершенно верно. Я участвую во всех совещаниях, которые проводятся с российской стороной. Я знаком с проектом программы инвестиционного развития 2022. И, честно говоря, для меня вот то, что я сейчас услышал, явилось новостью. У меня нет такой информации, что данный объект исключен из перечня. Из тех материалов, которые у нас есть и готовятся к утверждению на межправкомиссии, которая, кстати, состоится 10 декабря здесь у нас в городе Сухум. То есть речь об этом объекте, она у нас всегда встает. Совершенно верно вы отметили, что российская сторона ставит ряд условий, в том числе и условия в части завершения в срок центральной районной больницы в городе Тхварчал. Есть такие вопросы, они обсуждаются, но об исключении объекта я... Но вот это новая информация, что вы имели в виду и приняли соответствующие меры. Но... Все. Народные избранники также озвучили ряд замечаний относительно финансирования сфер сельского хозяйства и образования. Для восстановления и развития сельского хозяйства 15 миллионов рублей. И как до этого депутат Агрба говорил, приобретение автомашин тоже у нас 15 миллионов рублей. Давайте не будем забывать, что у нас аграрная страна, что у нас вопросы демографии и языка связаны с сельским хозяйством. Вообще сельское хозяйство должно датироваться государством, поддерживаться в районах. Большая часть населения занимается сельским хозяйством. Насколько оно эффективно? Вы обратите внимание, причину неэффективности – это та же граница. Причин очень много. Согласно результатам экспертизы контрольной палаты, средства, которые были отпущены на финансирование мероприятий по развитию сельского хозяйства, были израсходованы крайне неэффективно, подчеркнул Джансук Нанба. В этом контексте речь также зашла и о сельскохозяйственных кредитах. Деньги, взятые людьми в кредит на льготных условиях, а речь идет о 6% годовых, не возвращены. Самое страшное. И самое страшное, те цели, на которые они были получены, не достигнуты.
После долгого обсуждения проект республиканского бюджета на 2020 год был принят в первом чтении. Народные избранники также проголосовали за утверждение бюджета всех государственных внебюджетных фондов. Дальнейшая повестка дня включала в себя вопросы относительно приватизации государственного имущества. К примеру, пансионат «Энергетик» в Гагре включен в перечень объектов госсобственности, подлежащих приватизации. Способ приватизации – конкурс. Оценочная стоимость составляет чуть более 60 миллионов рублей. Начальная цена торгов – 61 миллион. Срок восстановления – 3 года, без условий сохранения целевого назначения. Вопрос относительно передачи нежилых помещений в безвозмездное пользование Единому духовному управлению мусульман Абхазии был отложен до следующего заседания. Амелия Бисмарк, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Пожары в высокогорной Абхазии полностью ликвидированы. По словам министра по чрезвычайной ситуации Льва Квициня, последний очаг возгорания был ликвидирован 21 ноября после полудня в Гагрском районе. Общая площадь возгорания составляла не менее 11 тысяч гектаров. Первые очаги пожара были обнаружены в предгорьях Сухумского района в воскресенье 10 ноября. По просьбе правительства Абхазии для тушения лесных пожаров 15 ноября в республику прибыл вертолет МЧС Российской Федерации Ми-8, а 17 ноября к ликвидации возгорания был подключен самолет Би-200 «Амфибия». За 1,5 недели тушения было сброшено более 2000 тонн воды и сделаны 266 вылетов в районной чрезвычайной ситуации. Окончательные итоги операции по ликвидации возгорания в горной части Абхазии будут подведены на пресс-конференции в МЧС республики, которая состоится 22 ноября в 11 часов утра. 21 ноября в Сочи подписан документ о продлении срока действия соглашения о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан России, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. Документ подписали министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Томас Цахнакия и статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения России Дмитрий Костенников, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. Подписанный документ носит технический характер, продлевает срок действия соглашения 2017 года и вступит в силу после ратификации Государственной Думой России и Народным собранием Абхазии. Кроме того, в ходе встречи обсуждались и другие аспекты двустороннего сотрудничества, в частности, подготовка нормативно-правовой базы для строительства многопрофильного медицинского центра, а также лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в стационарах республики. Вопросы работы межгосударственного соглашения об обязательном медицинском страховании. В Абхазском государственном университете отметили Международный день студента, в рамках которого состоялся праздничный концерт с яркими музыкальными номерами, а также торжественная церемония посвящения в студенты первокурсников. Мероприятие посетил президент. Репортаж Эсмы Голанзе. Международный день студента – это праздник солидарности и единения всех студентов, независимо от страны, учебного заведения и факультета. В Абхазском государственном университете этот день отметили по-особенному ярко, музыкально и вкусно. К мероприятию решили приурочить и праздник урожая. В холле университета каждый факультет представил свою композицию «Даров абхазской осени». Данный праздник организовывается ежегодно при поддержке проректората и ректората Абхазского государственного университета. Соответственно, каждый факультет представляет свои блюда. В основном это традиционная абхазская кухня. Как вы можете увидеть, здесь различные блюда. Все это будет представлено нашим студентам и гостям университета, чтобы можно было это увидеть и попробовать. Организация проходит по-различному. Говоря за наш факультет юридически, можно сказать, что наши девочки, студентки нашего факультета, соответственно, каждая готовила определенное блюдо, и каждая из них представлена сегодня здесь, на нашем столе. Мы соединили два праздника. Это День студента, Международный день студента и праздник урожая. Хочу, воспользовавшись случаем, поздравить всех студентов с нашим днем. А студенты филологического факультета встретили президента национальным танцем.
В актовом зале университета не было свободных мест. Открывая мероприятие, ректор АГУ, академик Олег Угварамия, поздравил всех студентов с праздником и сказал несколько напутственных слов первокурсникам, совсем недавно переступившим порог высшего учебного заведения. Все прекрасно понимают, что национальный, а не националистический университет – это воплощение духа и интеллекта нации. И я хочу, чтобы студенты первого курса обязательно прочитали историю нашего вуза. И очень хочется, чтобы и родители, и государственные структуры, которые занимаются образованием, наукой и так далее, имели в виду, потенциал университета растет с каждым годом. В исполнении студентов со сцены прозвучали известные песни абхазской, российской и зарубежной эстрады. Осетинский симт, турецкий национальный танец, мужской танец лезгинка чередовались ритмичными движениями брейк-данса. Каждый из 15 номеров зрители приветствовали бурными овациями. Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился с поздравительной речью к преподавателям и студентам и пожелал им дальнейших успехов в учебном процессе. Я хочу вам еще раз выразить свою глубочайшую признательность как тому главному учебному, научному заведению, которое создает все условия для того, чтобы наша молодежь с каждым разом становилась совершенно другой. И я верю в будущее нашего университета. Дай Бог вам всем успехов. Вчера школьник, сегодня студент. Еще одной важной частью мероприятия стало посвящение в студенты, на котором первокурсники АГУ торжественно поклялись быть достойными своей альма-матер. Клянемся использовать полученные профессиональные навыки и опыт для процветания Абхазии. Клянемся! А сотовая компания «Аквафон», не изменяя многолетней традиции, вручила персональные стипендии и именные сертификаты лучшим студентам университета. С 2006 года первый мобильный оператор оказывает поддержку способным и перспективным студентам АГУ. Говорят, что студенческие годы – самая прекрасная, беззаботная пора. Этот интересный период жизни максимально раскрывает умственный и творческий потенциал, а также дарит радость дружбы и общения. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. С 20 по 22 ноября на Красной Поляне в Сочи проходит 6-й международный туристский форум СИФТ-2019 и 4-й Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов, в которых принимает участие и делегация Абхазии во главе с председателем Госкомитета по курортам и туризму. На открытии турфорума в своей приветственной речи Автандилгардский отметил, что международный туристский форум СИФТ с первых лет стал одной из наиболее авторитетных площадок туриндустрии для России. Руководитель ведомства также выразил убеждение, что абхазо-российское сотрудничество в сфере туризма, основанное на доверии и взаимопонимании, будет конструктивно развиваться во благо двух народов. Автандилгардский также отметил готовность организовать рекламную и ознакомительную поездку в Абхазию для туроператоров, турагентов и всех участников форума, желающих посетить нашу республику. Международный туристский форум СИФТ проводится с 2014 года. На форум приглашены представители правительства Российской Федерации, Центробанка, Совета Федерации и Государственной Думы. Участниками будут туроператоры, турагенты, эксперты и практикующие специалисты в области туриндустрии. Делегация из Абхазии принимает участие в нем с 2015 года.
К 85-летию со дня рождения видного абхазского археолога, доктора исторических наук, академика Георгия Кучевича Шамба в Абхазском институте гуманитарных исследований прошла международная конференция, посвященная проблемам изучения памятников материальной культуры. В пленарном заседании, посвященном памяти выдающего археолога, приняли участие российские и абхазские ученые. Репортаж Гугу Цеварданя. Чтобы поделиться воспоминаниями о выдающемся археологе-абхазоведе, поговорить об его исследованиях и достижениях, а также обсудить проблему изучения памятников материальной культуры, в зале Абхазского института гуманитарных исследований собрались абхазские и российские ученые, коллеги и друзья Георгия Шамба. Открывая пленарное заседание, директор Абиги Арда Ашуба отметил выдающийся вклад Георгия Кучевича в развитие абхазской науки. Георгий Шамба является автором более 200 научных работ, в их числе 14 монографий. Кроме того, он один из авторов учебников по истории Абхазии. Под его руководством было организовано множество экспедиций и исследований. Георгий Кучевич самое важное открытие сделал, связанное с селом Нижняя Шира. Также он проводил раскопки в Цибельде, Джантухе, Чандаре, Абгархуке. Исследовал поселение памятников в окрестностях Ачимчире, Тамыше. В 2006 году ему была присуждена премия имени Георгия Дзидзаря. Им введена в оборот целая серия первоклассных памятников. Георгий Шамба родился 20 июня 1934 года в селе Абгархук Гудаутского района. В 1954 году поступил на исторический факультет Сухумского педагогического института. Затем работал в музеях Сухума и Пицунды. В 1960 году был принят на работу в отдел археологии Абхазского института литературы и истории имени Дмитрия Гулия. Заведующий кафедрой археологии Абиги Игорь Цвинария был знаком с Георгием Шамба с юных лет. Я его помню как такого плотненького, кучерявого, черноволосого, такого и подвижного, очень такого живого парня. Он в футбол хорошо играл, а Эмцакеча, который традиционно там принимал участие, и шутил. Ну, такого вот я просто не представляю, вот, для тех времен такой вот развитый, такой был парнишко. Наиболее яркие открытия, сделанные Георгием Шамба, связаны с исследованием села Нижняя Шера. Летом 1968 года археолог приступил к раскопкам в Ишерском городище. Вместе с ним в исследовании участвовали и российские археологи. Мы вместе вот с Игорем Ивановичем Цвинарией копали Ишерское городище. Затем мы с ним неоднократно встречались и в Ленинграде, тогда Ленинград, когда он приезжал в Эрмитаж на консультацию по фрагментам керамики ранней античности, которую он находил. Ну и здесь, естественно, в Абхазии мы с ним неоднократно встречались. Затем ученые перешли к обсуждению основной темы конференции. Изучению исследований памятников абхазской культуры Георгий Шамба посвятил всю свою жизнь. На пленарном заседании были зачитаны доклады об особенностях колхидо-кабанской, майкопской, новосвободнинской культур. Проблемы, связанные с хронологией интерпретации памятников колхидско-кабанской культурно-исторической общности, еще находятся в состоянии затянувшейся полемики. Хотя их объединение вновь, по большому счету, произошло после нашумевшей защиты докторской диссертации Ю.Н. Воронова в Москве в 1985 году, ибо ранее данные археологические культуры были дифференцированы, скорее всего, по политическим соображениям в начале 50-х годов XX века. Георгий Шамба ушел из жизни 6 октября 2006 года. Последнее лето он провел на раскопках в Ишерском городище. Великий ученый-археолог оставил уникальное наследие для всего научного мира Абхазии. Гугу Цеварданя, Нала Гухава, Абхазское телевидение. В понедельник, 25 ноября в 16 часов в Абхазской государственной филармонии состоится торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня принятия Конституции Республики Абхазия, в котором примут участие президент Рауль Хаджимба, спикер Народного собрания Валерий Кварча, председатель Конституционного суда Нури Таня, общественный и государственный деятель, спикер Народного собрания с 1994 по 2002 годы Сократ Джинджоли. Во втором
втором отделении состоятся выступления хореографических и вокальных государственных коллективов. А сейчас о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью возможен дождь, туман. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем 11-16. Температура морской воды плюс 17 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.